На месте Парка Победы на улице Комарова в Уфе раньше располагались сквер и развлекательные аттракционы с колесом обозрения. В 1980 году на аллее завезли военную технику и сквер переименовали в Парк Победы. Сейчас там большой мемориальный комплекс. Танки, артиллерийские орудия, мемориальные доски, вечный огонь и памятники труженикам тыла и героям Советского Союза Александру Матросову, Минигали Губайдуллину и дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву. С праздником. Здравствуйте, все. Здравствуйте. С праздником вас тоже. Так договорились, все сделаем. Спасибо. Там началось какое-то шоу или нет? Да. Спасибо большое. Праздником. Здравия желаю, с праздником. Мы там обменяемся сегодня еще. Как наша башкирская зима? Суровая, но бодрая. Ну, в Калмыкии, я думаю, не хуже. Не слабже. В День защитника Отечества глава Башкортостана Ради Хабиров традиционно в Уфимском парке Победы на торжественной церемонии возложения цветов и в Музее боевой славы. Руслан Тагирович, а кто стоит вот в карауле? Это кадеты нашего кадетского корпуса с первоначальной летной подготовкой. Лучшие на сегодняшний день, из лучших сержанты, младшие сержанты, будущие офицеры, защитники нашей Родины. Не замерзли они? Такая уж участь. Воевать ведь в любую погоду надо быть готовым. Спасибо, с праздником. Спасибо, вас с праздником. Равнять! Мирно! Для встречи с фронта! Накра! Товарищ глава Республики Башкортостан! Почетный караул Уфимского гарнизона! В честь Дня защитника Отечества построен начальник почетного караула майор Давлетшин. Büyük Vatan Huğuşu kahramanları ihtaligine мәңгелек утка гөлләмәләр кәрзинен Башкортстанның күп милләтле халкы исеменнән Башкортстан Республикаһы башлыгы Ради Фәрит улы Хабиров һала. В дань памяти всех павших защитников Отечества от имени многонационального народа Башкортостана корзину к вечному огню возлагает глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров.
Красавица замерзла, похоже, прямо сил нет. Это мне? Говорят, нет, Ради Фаридович, только А? что просили. Да. Ну-ка давай, брысь, машина, все, давайте. Идем. Спасибо, девочка. По машине. Ради Фаридович, в родного района? Конечно. 8 тысяч человек не вернулось. Это же очень много. Ребятки, спасибо. И все по коням, все Я отправляю. Пусть всё. Девчата все ведут. Молодцы, с праздником, девочки, мальчики. Спасибо. Вы настоящие, самые лучшие. А теперь все греться. Давайте. Греться, греться. Все. Ради Фаридович, мы думали, что отменит возложение. Мороз-то сегодня какой? Никогда не. Никогда, ну я не знаю, если будет минус 80, может и тогда что-нибудь наденем, придем. Никогда. Мы традиции наши чтим. Никогда ничего отменять не будем. Я вот очень переживаю, что немножко приболел и не смог быть на торжественном 23-е, потому что мы 2 года назад учредили орден Шаймуратова. И для меня лично это всегда было главным событием года, когда мы коллегиально принимали решение и награждали орденом Шаймуратова людей, которые спасали людей, совершали подвиги. И вот мы в этом году тоже наградили этими орденами. На возложение. Да, холодно, да, детей жалко. Их надо сейчас быстренько, конечно, отправить. Но мы-то взрослые уже. Мы и Крым, и Рим видели, поэтому нам не страшно. Спасибо, с праздником. Спасибо. Уважаемый Ради Фаридович, воспользоваться случаем, доложить вам по памятнику. То, о чем мы говорили, да? Да, на данный момент мы сделали сердце нашего памятника, саму эмблему. Она ширина ее, Бронза, да? да, 3 метра. Фигура мальчика также сделана в бронзе уже. Вот она. 1,70 м высота. Современный десантник. Уже приступили его к отлитию из бронзы. И воин-десантник эпохи становления воздушно-десантных войск, именно периода Великой Отечественной войны, вот воин-десантник Великой Отечественной войны, уже также начали изготавливать его в бронзу. По памятнику... Мы место где выбрали? Место, да, вот уже фундамент сделан. Да. Как только сходит снег, начнутся работы по Когда непосредственно... срок, когда? Сергей Николаевич, когда мы делаем? Когда вот нам надо дату определенную. Вы к какой дате хотите? К Дню десантника или Ко 2 августа. ко 2 августа? 2 августа он должен стоять, он будет стоять. Ради Фаридович, а что за памятник это? Десантники, Союз десантников республики, высшая инициатива, это их личная инициатива. Они хотят установить памятник воинам-десантникам, причем в разрезе времени, там и фигур десантника времен, когда зародились воздушно-десантные войска в стране. Он еще в десантной форме того времени, современный десантник, ну и мальчишка. Такая очень теплая композиция. И вот они все, сами и деньги собрали, сами делают. Мы только им предоставили место. И Здесь в Парке Победы? Да, вот где там танк стоит. И, ну вот они хотят ко 2 августа, ко Дню десантника, открыть. Так что мы сюда еще раз, мы сюда много раз будем приходить и откроем. Это будет, ну так, один из самых больших памятников. Наша дань уважения и памяти. Да. И вопрос не в размере памятника. Здорово, что помнят. И мы же вот недавно возлагали цветы на День воина-интернационалиста. Я так вот пришел, посмотрел.
Я уже многих вижу, потому что не первый год хожу на возложение. Они уже, вот те, казалось бы, мальчишками были, вот мы мальчишками. Сейчас уже мужчины. Они же не мужчины, они уже некоторые уже пожилые совсем. А в Афган уходили 18-летними. Ну, сделаем памятник. Да, он уже практически отливается. Они даже у нас помощи особо не просят. Вот. Поэтому, конечно, сделаем. Спасибо. А идем мы в музей. Да, хотели посмотреть экспозицию. Детвору вот распустили в тепло, как вы сказали. А чего их домой не пускаете? Что делаем? Посмотрели? Все, быстро домой все. Ваш глава республики, военно-патриотического поколения, как защитник Отечества построен на командир Клова в общих лицах. Наш Все, ребят. выпускник, Все, служил ребята. в армии. Вот. Давайте домой. Давайте домой. Холодно. Сейчас немного погреется. Ну погреется и домой, ладно. Ага. А так вот, получается, они будут ходить в тот зал, который мы делаем, да? То есть мы очень Сергей открыли два Николаевич, кадетских класса. Сергей Николаевич, там вот мы договаривались на территории храма, да? На территории храма мы им обещали сделать спортивный зал. Там примерно ресурсы понимали. Застройщик там уже проект. Да, застройщик делает. Ждем весны. Марк Иванович, ваша эта территория? Да. Вы берите по контролю. Если что-то только хромает, говорите мне. Сделаем. В прошлом году мы обновили стену героев. Здесь представлены 299 героев Советского Союза, 47 полных кавалеров Ордена Славы, 6 героев социалистического труда и 6 героев Российской Федерации, удостоенных это звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Каждому из них на сайте Республиканского музея боевой славы создана личная страница, где посетители сайта могут ознакомиться с биографией героя и, самое главное, каким образом, за что он стал героем, удостоен этого звания, за его подвиг. В Парке Победы на стелах представлены список всех героев. Мы помним, 1,5 года назад вы были в нашем музее перед выездом в Луганск и говорили о том, что добьетесь этой темы. Да. Спасибо вам большое. Слава. Всем народам добивались. И хорошая, очень справедливая вещь получилась. — 8 февраля мы здесь открыли выставку, всероссийскую выставку архивных документов без срока давности. Выставка была открыта одновременно в 63 регионах России, и главным организатором данной выставки выступает поисковое движение России. Ильдар Зинулович, локомотив поискового движения нашей республики. Да, я вакцинированный, так что... Александрович, выставка – это результат работы поискового движения России. Данная выставка является именно трехэтапной. Первый этап – это, значит, просветительская цель для того, чтобы молодежь больше узнала о, так сказать, зверствах нацизма против мира. Второе – это архивная поисковая работа, выявление документов во всех архивах на территориях, оккупированных территориях. И третье – это непосредственно поисковые экспедиции по местам расстрела мирных граждан. Вот по каждой оккупированной территории изданы книги в рамках федерального проекта, которые как раз, в которых размещены около 6 тысяч документальных свидетельств, архивных документов. У нас в Национальном музее имеется большое количество, значит, также свидетельств зверств фашистов по, значит, описаниям граждан, которые прибыли с оккупированных территорий. Было бы правильно, чтобы, если возможно, это, чтобы было ваше поручение нашим историкам, архивистам, чтобы обобщили этот материал и передали в федеральный центр, так как эти книги будут продолжать издаваться, чтобы один из томов книг был посвящен как раз непосредственно воспоминаниям эвакуированных жителей в Республику Башкортостан. Вот такая, если возможно, сделать. Вот. Слышно, да? Да. Приглашаем ознакомиться с другими проектами.
Мы в прошлом году создали копии штандартов всех 10 фронтов и планировал, что 9 мая они пройдут уже в Уфе в рамках шествия Бессмертного полка. Один из комплектов передали музею города Уфы, он там размещен. Надо парад нам делать на 9 мая, начать подготовку. Андрей Геннадьевич, там этот оргкомитет подготовить уже сейчас надо делать. И вот одной из новинок нашего музея – инсталляция, созданная в виде фронтового вагона. В прошлом году Карина Владимировна, как руководитель республиканской патриотической акции «Истории Победы», нашему музею вручила флешку на хранение, передала. Мы просим пройти вас, присесть на скамейку. Сейчас посетители музея могут ознакомиться с военными историями, с рассказами ветеранов. Здесь 166 роликов, общей продолжительностью 9 часов 40 минут. Мы решили представить такой смысл, что когда люди перемещаются в поезде, даже с незнакомыми людьми, идут очень близкие беседы. Ты можешь историю своей жизни рассказать. А нельзя нам, Сергей Николаевич, а у нас же вот в автобусах мониторы есть наших Башата-Трансе. Нельзя где-то за месяц до 9 мая начать крутить вот этого автобуса? И в автобусах, я думаю, что на рекламных наших экранах... Реклама, ну просто человек в автобусе едет, он минут 10-20 едет, да, может 30. Вот он целый сюжет, он может о нем посмотреть. Сделайте? Обязательно представляемся. Вот эти печи, они до сих пор стоят у нас на вооружении, на складах НЗ. Да, это буржуйка у нас 41-го года, настоящая. Даже... Она топится чем? Дровами. А про калмыков здесь нет случайно ничего? А то у нас братья-калмыки пришли. С Ангаджи пообщались. Так, конники все у нас примерно. У нас смешной случай был в Национальном музее. 5 лет назад я был в Уфе. И зашли, и мне экскурсовод рассказывает про времена 1812 года и говорит, вот наша башкирская конница первыми вошли в Париж. А у нас в Калмыкии в музее все говорят, что калмыки первые вошли в Париж. Я говорю, как же так получается? У нас говорят, что калмыки первые вошли в Париж, а у вас говорят башкиры. И экскурсовод на меня посмотрел, говорит, вы знаете, Париж большой город, наверное, они с двух сторон заходили. Добрый день. Сегодня я хочу вам представить выставку авторскую Куфтерина Александра Михайловича. Он создал, собственно, макеты бумажной бронетехники, а я вам расскажу, как они участвовали в войне, что они из себя представляли и какую роль сыграли. В первую очередь я хочу отметить и сконцентрировать на этом внимание, что армия является наконечником копья на древке народного хозяйства. И перед вами продукты этого народного хозяйства. Продукты народного хозяйства Третьего Рейха и нашей Советской Социалистической Республики молодой. И их экономику. Собственно, в начале войны танки мыслились как кавалерийское подспорье подразделением пехоты и обладали легким бронированием и противопехотным зачастую вооружением. И в дальнейшем, собственно, в развитии они начали представлять собой ряд компромиссов между защищенностью и между, собственно, проходимостью и огневой мощью. Геннадий Владимирович, просим обратить внимание на макет бронепоезда. 4 бронепоезда были созданы в Уфе. Уфа, Салават Юлаев, Александр Суворов. Собственно, эти бронепоезда были выполнены на народные пожертвования, на народные деньги. Вот сам бронепоезд Уфа, он представлял собой вот нечто, которое мы наблюдаем, это 2 башни от танка Т-34 с 76-миллиметровыми пушками. На стенде мы можем также наблюдать самолет конструкции Петлякова. И мы переходим плавно к воздушной компоненте операции. Это легендарный штурмовик Ил-2 конструкторского бюро Ильюшина. Это самый массовый винтовой самолет в мире. Он отличался, собственно, своим бронированием. Это его основной плюс. И его массовостью. Стал настоящей грозой. Ну, мы можем наблюдать, куда народное хозяйство может забредать, когда оно преисполняется в своей мощности. Ну и, собственно, последним
в экспозиции стоит символ молниеносной войны немецкой, блицкрига, штурмовик, пикирующий бомбардировщик Ю-87 «Штука». Он отличался также тем, что мог сбрасывать бомбы с пикирования на высокой скорости, с высокой точностью. Вот, собственно, вся наша выставка бумажной бронетехники. Здорово. Здорово. Леонид проходил практику в нашем музее, мы тогда поняли, что он очень сильно увлекается бронетехникой. А вы студент? Или? Я студент Четвертый курс. четвертого курса исторического факультета. По танкам, если только Константин Борисович сможет добавить, мы знаем, что он служил на Т-55. Механик-водитель. А мы сейчас хотим, там стоит как раз, мы сейчас в мэрию поедем на нем. Необходимо понимать, что мой рассказ, он довольно скомканный. Нет, у вас очень грамотный рассказ и очень глубокие познания. Я дополню, потому что я тоже вроде как танкист. Вот он правильно сказал, но у нас за время Великой Отечественной войны вернулось Т-34 восстановленных порядка 64 тысяч. То есть они по несколько раз выходили из строя. Чем Т-34 был знаменит, он легок в обслуживании, легок в ремонте. Я, в принципе, сам на нем один раз удалось за мою жизнь в 1979 году, как говорится, проехать. Очень тяжелый, конечно. Передача тяжело переключается. Да, там надо, да, быть не таким даже, как я. Ну, вот как Константин Борисович примерно, когда он молодой был такой. Ну, собственно, нужно отметить, это что... Это же 3 года назад с вооруженных сил Лаоса сняли. Да, 30 человек и передали как раз. Они себе одну оставили. Оставили? Да. Пушка 34-85, она и решила все проблемы. Они начали пробивать. Вот видите, парад, нам надо на парад. Ну, у нас Т-34 ходячие аж есть. Хорошо. Дети ходят вообще? Да. Есть какая-то регулярность? Ну вот чтобы прям в обязательном порядке. Больше, конечно, школы в план ставят нас по знаменательным датам, памятным датам. А мы в течение всего года работаем. Поэтому мы письма отправляем периодически и сами выезжаем в школы. Всех бы охватывать, конечно. На первом этаже у нас сейчас работает выставка «Солдаты афганской войны». Выставка портретная, и, возможно, в рамках подготовки к этой выставке сами ребята себя почувствовали уже более взрослыми людьми, когда себя увидели. Владимир Михайлович Рябцев, заведующий музеем, мемориальным домом-музеем Тюлькина, один из организаторов данной выставки. В мемориальном доме музея Александра Ирастовича Тюлькина каждый четверг проходит рисовальный день. К 75-летию Победы, памяти и славы наш музей приглашал ветеранов боевой славы, участников, выполнявших интернациональный долг, участников афганской войны. Сегодня представлена в Музее боевой славы выставка героев, выполненная художниками с натуры. Рисунки сделаны с натуры. Здесь представлено... Да, я каждый раз говорю, на афганцев сейчас, ну, они же в наших памяти как пацаны, а сейчас все это вот уже, вот все уже седые мужики все. Сколько лет-то прошло? Поэтому также говорим, что при открытии этой выставки, наверное, впервые увидели, что они повзрослели. Да. Здесь у нас представлена сама экспозиция, посвященная воинам-интернационалистам. За годы войны 9 тысяч ребят из Башкортостана приняло участие в этой войне. 334 погибло, 6 пропало без вести. В 4 витринах рассказаны 4 этапа войны. В каждом из них представлен также один из родов войск. Перед нами диорама, и она выполнена в виде смотрового окна неровными линиями. То есть здесь художники заложили такой смысл, что война как взрыв, а над нами осколки. А на осколках судьбы ребят. Маркером пишут те ребята, которые... Знакомая фамилия. Гурьев Виктор Михайлович. А где он? Вон. Да. Дмитрий Иванович один из организаторов данной выставки. В 2011 году мы ее создали. Афганцы приходят, мы даем им маркер, и они пишут, кто где когда служил. Наряду с живыми ребятами на стекле представлены погибшие. За годы афганской войны 334 уроженца Башкортостана погибло, 6 пропало без вести, и одна из витрин посвящена памяти погибших ребят.
Каждые 7 секунд в цифровой рамке идет фамилия, но на момент открытия экспозиции представлены фотографии наших земляков. И вроде сама экспозиция небольшая, но 15 февраля в любую погоду к нам сюда приходят родственники погибших, сами ветераны Афганистана, те, кто помогал создавать экспозицию. Да, 19 лет, 20 лет. Ну а сейчас нам передали в музей на хранение фотопортреты самих афганцев. 19 работ теперь будут находиться в Республиканском музее боевой славы. Ратифович, а о каком параде вы говорили сейчас, мы слышали? Параде мы в этом году, в мае, проведем парад, военный парад, посвященный Дню Победы 9 мая. И сейчас, как и любой парад, уже мы, наверное, вот я об этом завтра на ВКС дам поручение, мы же создадим, подпишем распоряжение, оргкомитет, потому что должна быть техника военная, чтобы детишки видели, должна строевая выучка быть соответствующая, потому что парад – это парад, у него есть свои правила, и это не так сегодня там взял и прогулялся. Поэтому будем готовить парад на 9 мая. Это будем компенсировать то, что мы не провели парад в этом, вот в прошлом году не уже, будем да? компенсировать. Это, к сожалению, ничем уже не компенсируешь, это в памяти останется. Но будем просто каждый год, мы приняли просто для себя решение, что каждый год мы будем проводить военный парад. Каждый год. У нас разные были мысли проводить его по юбилейным, да, там по неюбилейным. Лучше вот детям нравится очень, да и взрослым нравится. Да, это всем нужно. Как музей вам? А я здесь не раз был. Мне очень нравится. Он молодцы, что они развиваются. Я сюда. Ахмат, все нормально? С праздником, да? Все отлично.